О кавказском долголетии и ингушском гостеприимстве молва по миру ходит не первый век. Современные ингуши этим устоявшимся положительным стереотипам стараются соответствовать. Ведь гость для галгаев – человек особого почета. Для начала туристов знакомят с историей. О храбрых защитниках Отечества и нелегком прошлом народа рассказывает ансамбль памятников. Телеграмму написал царь после того, как он узнал, что ингуши бросились в лобовую атаку на железную дивизию Кайзера. В числе туристов жители разных городов страны. Здесь как пенсионеры, так и студенты. Подруги Серафима Гарагалеева и Дарья Цой билеты в Халяль-Тур заслужили примерной учебой. Мы учимся в Северокавказском федеральном университете. Мы защищали дипломы, непосредственно связанные с темой развития туризма в СКФО. И председатель нашей комиссии, директор туристической фирмы «Валькирия», подарила нам такую уникальную возможность побывать на празднике, приехать спасти Республику Ингушетию. Нам очень здесь нравится, мы поражены тем, насколько трепетно вы относитесь к своим гостям и какое вы внимание уделяете каждому из нас. Моя лучшая подруга ингушка, получается, Мадина ее зовут. Вот, и она очень много рассказывала, мы разрабатывали проекты, очень хотелось к вам приехать, и вот выпала такая возможность. После экскурса в прошлое пора вернуться в настоящее и вкусно пообедать. Гостей ждут хозяева домов, которые готовы не только отвезти до пункта назначения, но и накормить, а главное показать самые лучшие ингушские традиции. Лариса Сагумян с мужем попали в семью Тамерлана Дзейтова. Хозяйка трудилась у плиты с самого утра. В меню сегодня как классические европейские блюда, так и ингушская кухня. Сейчас, я думаю, они уже давно знакомы, так как к нам очень много приезжает гостей. Наверное, в новинку будет вот это вот, я думаю. Если до акции «Халяль-Тур» туристам в Ингушетии показывали башенные комплексы, то сегодня их познакомили с самой главной достопримечательностью нашей республики – с ингушскими семьями. Этика за столом, обращение с гостем и особая атмосфера. В ингушском эзеле предусмотрены даже самые тончайшие мелочи. Молодых людей интересует все. За долгими посиделками хозяева успевают рассказать о свадебных церемониях, об уважении к старшим и о самых странных, на взгляд туристов, обычаях народа. Я поражена гостеприимством хозяев, которые нас пригласили. Также мне очень понравилась экскурсия, которую нам провели, и просто я не ожидала, что все будет настолько великолепно, если честно. Для меня это шок. Событийный туризм активно развивается во всем мире. Искушенные путешественники, которые объездили всю планету, поняли, что самой интересной на Земле была и остается культура народов мира. А в Ингушетии подобный вид туризма зародился всего пару лет назад, но очень успешно прижился. Мне объяснили, что вот так с разных регионов приезжают гости, и захотелось пригласить себя домой и показать наше гостеприимство. Познакомиться, чтобы они познакомились с нашей культурой, традициями. Насладиться всеми изысками местной кухни за один день смогли около полусотни туристов, которых встречали по всему Назрановскому району. Праздничные столы буквально ломились от угощений. Такого королевского приема туристы явно не ожидали. Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады, и это помогает обществу, в принципе, развиваться, да, то есть не тормозит, а развиваться. Поэтому на самом деле очень приятно. Как и положено, в лучших ингушских традициях гостям, которые впервые переступили порог дома, на прощание дарят символические подарки. А уже после обильного застолья гостей ждала экскурсия на свежем воздухе по столице Ингушетии. Зарима Ивлоева, Тамара Цицкиева, Хаваш Гойгов, Рамазан Миржоев. Новости 24.